суток, уважаемая жюри! Меня зовут Барнашова Мария, я ученица 10 Б класса политехнического лицея. Тема моего проекта – это «Алиса в стране чудес. Создание комплекта в стиле Лолита». Проблема моей работы заключается в том, что я всегда ищу пути для самовыражения и самореализации. Одним из самых очевидных и интересных способов – это выражение через одежду. К тому же составлять в голове образ, а потом материализовывать его в реальной жизни вызывает невероятное чувство. Но в нашем городе достаточно сложно найти необычную и недорогую одежду, которая помогала молодежи самовыражаться. А насколько известно, самовыражение – это один из главных путей развития здоровой личности. А актуальность заключается в том, что можно заказывать такую одежду через интернет, но это зачастую обходится дорого, а порой и вовсе можно не найти желаемый предмет гардероба. Так и пришла мне задумка объединить эти три идеи в одну – шить комплект одежды в стиле Лолита, так как я большая фанатка этого стиля. Именно поэтому я выбрала эту тему и решила применить этот образ на себе. К тому же он отлично вписывается в мой любимый подстиль «Сладкая Лолита». Моя любимая сказка – это «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Она очень вдохновляет меня своей неординарностью, необычным взглядом на обыденные вещи. Всегда перечитывая ее, я мечтала оказаться на месте Алисы, чтобы, как и главная героиня, отправиться прочь от серой повседневности навстречу удивительным приключениям. Передо мной стоит цель создать комплект одежды в стиле Лолита, вдохновленный книгой «Алиса в стране чудес», соблюдая правила этого стиля. И следующей задачей – изучить историю создания, виды и правила стиля Лолита, придумать дизайн комплекта и нарисовать эскизы и выбрать из них лучшие. Изучить технологию пошива и изготовить комплект, соблюдая ТБ при работе, составить выводы. Мечта изделия заключается в создании своего комплекта одежды в стиле Лолита и в дальнейшем создании своей коллекции одежды с использованием элементов стиля. Стиль Лолита – это стиль японской уличной моды, вдохновленный викторианской эпохой и рококо. Вопреки распространенным заблуждениям, он не имеет ничего общего с одноименным романом Набокова «Косплеем аниме». Точное время его появления неизвестно. Вполне вероятно, что он появился в конце 1970-х, когда известные лейблы начали продавать одежду, ставшую прообразом будущего стиля. В 1990-х годах стиль Лолита стал популяризоваться благодаря группе Малис Мизер, точнее ее гитаристу и одному из лидеров Мана и другим музыкальным группам, использующим в своей творческой деятельности стиль Visual Kei, в котором Лолита заняла особое место. Различают три основных подстиля. Готическая Лолита характеризуется мрачным макияжем и одеждой. В одежде преобладают черные цвета, но могут быть исключения в виде пурпурного, темно-красного или белого цвета. Классическая Лолита является более зрелым примером Лолиты, которая берет идейное вдохновение из барокко и рококо стиля. Сладкая Лолита появилась из эпохи рококо, возникшей в Франции в первой половине XIX века, в викторианской эпохе времен короля Эдуарда. Основное внимание сосредоточено на невинном аспекте Лолиты и сладком детстве. Основа внешнего вида сладкой Лолиты – это яркие, жизнерадостные, пастельные цвета. Также есть множество других подстилей, таких как сейлор, панк, ва, патоте, пират, ведьма, стимпанк, олдскул, кантри, кура, шира, гура, химия, эро и так далее. В стиле Лолиты есть строгие правила, без которых невозможно составить полноценный наряд. Это по-британски закрытое тело. Живот, спина, ноги, запястья, голова и плечи должны быть прикрыты. Классическая длина юбки посередине колена. Основной предмет одежды – платье, сарафан или юбка. Под сарафан и юбку нужно надевать блузку. Для пышности под юбки Лолита часто надевает подъюбник. В качестве обуви туфли фасона Мэри Джейн с круглым носиком или мешком. Это правило применяемое в составлении образа каноничной Лолиты. Однако сейчас каноны стиля меняются, и многие правила можно нарушить, и это будет оставаться уместным. В ходе работы хочу сказать, что у меня уже есть небольшой опыт шитья одежды в стиле Лолита. Зимой 2015 года я шила такую юбку с принтом клубнички и подходящий головной убор. Моя работа делится на этапы. Это разработка эскизов и выбор лучшего, выбор материала и фурнитуры для отделки, изготовление бумажной выкройки с использованием журнала Бурда, раскрой на ткани с учетом примусков на обработку, пошив фартука передника с использованием швейной электрической машинки, пошив платья сарафана, изготовление головного убора банта, важна тепловая обработка изделий. Я разработала несколько эскизов, из них выбрала самые лучшие.
В результате хочу сказать, что я довольна выполненной работой. Комплект получился очень красивым и соответствующим всем правилам стиля. Платье удобно носить в повседневной жизни и легко составлять разные наряды. Я буду любить и ценить его еще долгие годы. А также я узнала много нового о технологии шитья, особенно специфике шитья лолитной одежды. Выполнила все поставленные задачи. Открыла прежде неизвестную мне информацию о стиле. Пришла к выводу, что шить одежду в стиле лолита получается дешевле, чем заказывать, но, к сожалению, трудно найти интересные материалы. Научилась владеть необходимыми знаниями и навыками для самореализации. Получила удовольствие от законченной работы. И не собираюсь останавливаться на достигнутом. Буду продолжать моделировать, шить, экспериментировать и создавать свою линейку повседневной молодежной одежды с использованием элементов стиля лолита. И на этом хочу с вами попрощаться. Спасибо за внимание.